Hi, this is Tursunay from Kyrgyzstan, and she works at NAS Daily. The guy you see next to me is solving one of the hardest problems in the world. Я сама родом из Кыргызстана, родилась в Каракуле в Джалабадской области, а NAS Daily узнала, когда я обучалась на магистратуре в Сингапуре. Нам устроили поход, скажем так, в его компанию, Industry Visit, как это называется, чтобы узнать о том, чем он занимается. И меня так вдохновила его история, и я даже через год, оглядываясь назад, посмотрела свои сторис, которые я опубликовала в Инстаграме, и я опубликовала там фотографии с его офиса и писала просто: это работа мечты. Также надо было о себе рассказать за 1 минуту и красиво это все смонтировать. И мои, конечно, навыки монтирования, они не такие хорошие. Я там потратила 2 ночи, монтируя это видео, пытаясь сделать интересную историю, но в итоге я никакого ответа не услышала на свою заявку и подумала, видимо, не судьба, да. Узнала, что они проводят так называемый хакатон, NAS Daily проводит хакатон, где в течение они приглашают, получают заявки, через резюме отбирают потом, допустим, лучших 50-60 людей, и потом приглашают их к себе в офис, и в офисе им дают одно задание всем, каждый выполняет, естественно, индивидуально, и все должны выполнить в течение 3 часов. В нашем хакатоне надо было подготовить презентацию, да, с классными идеями. И лучшая презентация, человек, который сделает лучшую презентацию, получит работу тут же на месте. Okay, the first person that would love to send a job offer to is Tursunay! Конечно, счастью не было предела, это было просто супер нереально, да, и я была абсолютно счастлива услышать свое имя и получить предложение о работе. И так я начала работать в NAS Daily. Насколько помню, всегда хотела чего-то большего. Я, когда жила даже в Каракуле, я хотела уехать в Бишкек, хотела изучать английский. Я понимала, что в Каракуле недостаточно возможностей для того, чтобы воплотить мои желания и амбиции. Это была годовая магистратура, где мы должны были отучиться в 3 разных странах в течение года. Первые 4 месяца мы провели в Сингапуре, потом вторые 4 месяца мы обучались в Сиднее, в Австралии, и последние 4 месяца были в Дубае. Если твои мечты тебя не вгоняют в страх, скажем так, да, значит, они недостаточно велики. То есть надо всегда мечтать о большем, и это произойдет. То есть не нужно думать, что это слишком для меня. Я нахожусь там на вот этом уровне, а мечта на этом уровне никак то есть это нереально, да. Надо всегда мечтать о большем и расти к этой мечте.